Я, конечно, искренне даже позавидовал, потому что это такой праздник единения всех людей. Вы посмотрите, как все дружат, как все улыбаются друг другу. Никакой агрессии, ничего. Очень здорово, очень. Я вижу в этом даже мостик между прошлым, настоящим и будущим. Я завидую белой завистью, потому что вот именно передача молодому подрастающему поколению свои традиции, свои знания, свои умения через такой праздник, это очень здорово. Потому что я постараюсь впитать в себя максимум духа этого праздника и поделиться со всей вселенной во время своего 4-го полета. Я надеюсь, он состоится. Но раз задумываюсь, вот когда если человечество полетит к телам Солнечной системы, к тому же Марсу, когда из иллюминатора уйдет Земля, действительно это очень психологически хорошая разгрузка. Вот у нас в любое свободное время космонавты мы всегда сразу летим к иллюминатору смотреть на Землю. Вот если будем лететь к Марсу, Земля уйдет. Куда смотреть? В черноту? Ну, мне кажется, человек уже без Земли не сможет жить. Как вот жить без этой красоты? Без ветра, без таких деревьев, без речек. Ну, если мы найдем такую же планету. А там, если из космоса смотреть, океан, наверное, по-другому смотрится, суша по-другому, да? Ну, знаете, уже когда, конечно, достаточно длительное время летаю, что я уже не знаю даже, над каким местом я пролетаю, но вот по виду облаков я уже могу распознать Тихий океан, либо это Атлантика, либо это Индийский океан. Да? То есть все-таки облака структурируются особым образом над каждым океаном. Да? Ну, это, конечно, с опытом продолжительности полета приходит. Над каждым океаном свои облака. Свои облака, своя прическа. Из 10 тысяч очень сильно мечтавших мальчиков, наверное, один попадает. Дело в том, что я очень хотел, потому что мечтать это можно, но можно и ничего для этого не делать, поэтому нужно прикладывать усилия. Я занимался спортом, окончил физико-математическую школу, окончил авиационный институт. То есть я делал все, чтобы стать космонавтом. И впоследствии я не разочаровался. Действительно, космонавт – это моя профессия. Мне она очень нравится. Начал работать в Самаре. Достаточно быстро вырос до ведущего конструктора. Вот. А потом пошел к Дмитрию Ильичу и поговорил с ним. Раскрыл свою мечту. Ну, вот, поначалу он достаточно скептически это воспринял. Сказал, что ты хороший инженер, занимайся своим делом. Вот. Но в конечном итоге я его смог убедить, и он мне очень здорово помог по жизни. Это Дмитрий Ильич Козлов, дважды Герой социалистического труда, академик. Он один из замов Сергея Павловича Королева был такой, один из столпов нашей российской советской космонавтики. Земля поразила своими размерами, своей красотой. Вы целенаправленно шли и знали, что обязательно. Я был уверен в себе, да. У моих родителей был кумиром, кроме Юрия Гагарина, Береговой, потому что он прошел войну и в совсем пожилом возрасте полетел. А до скольки лет вообще летают? Ну, у нас только есть критерий отбора до 35 лет. Ты должен отобраться. А дальше зависит от твоего здоровья, от твоего желания. У нас есть космонавт Павел Владимирович Виноградов, он в возрасте 61 года был на орбите. Я для себя ставлю такие рамки, когда я начну проигрывать более молодым сверстникам, то есть делать эту работу хуже, тогда я пойму, что мне нужно будет уйти. Но до того, пока я это делаю лучше, почему я должен уходить? Я люблю эту работу. Когда я первый раз научился кататься на велосипеде, я с папой научился. Как раз меня папа подтолкнул, и я поехал. Вот. А он строгий папа? Ну, нет, не строгий. А ты его слушаешь? Да. И как он тебя учит? Я у него спрашиваю вопросы, и он мне начинает про эту тему рассказывать прям очень много. Вот, О чем очень тебе интересно. интересно с ним говорить? О космосе. Да? Ну, тебя какие вопросы интересуют? Ну, в основном такие технические. Как работает ракета, как работает Союз, как работают все ступени ракеты.
Вот. Интересно про эксперименты разные спрашивать. Первый полет, я помню, по маминым рассказам. Папа улетел, меня не взял. Я с папой долго не общался, обиделся. Второй полет, мы поехали на Байконур зимой. Папа стартовал. Увидел первый старт ракеты вживую. Вот, очень волновался за папу. Вот, а в третий полет тоже ездил на Байконур. Но, по-моему, второй раз было огня, что ли, побольше у ракеты. В этот раз что-то поменьше, по-моему. Ты прямо видел это, Да. Как ракета отрывается от земли, да? Да. Ага. А шум большой, да? Ну, не очень. А вы издалека видите? Да, издалека. Прямо воочию или через какой-то монитор? Ну, прям вживую. А ты бы хотел стать космонавтом? Да, очень хотел бы. Стараюсь учиться хорошо. Ну, пока от меня зависит только учеба. А секции какие-то спортом занимаешься? Я занимаюсь бальными танцами и дополнительным английским. Твоя самая-самая заветная мечта? Полететь в космос. Наши мысли очистить, пронзенное огненными стрелами, небо разверзлось. Начертанные божествами верхнего мира, древние руны стали нам знаком. Старое древо зажглось, заполыхало, могучие ветви его запахли, затрещали, а искры начали прыгать, скакать, о новой жизни нас оповещать. Настал тот день, когда мы, дети солнца, от чистых лучей солнца возьмем огонь для священного обряда Алгыс. Внемлите нам и слушайте, люди рода Аю, сердобольный Уранха и Саха, сотворенные судьбой, с поводьями за спиной, созданные, чтобы жить на восьмикрайней изначальной матери земле. Пора нам, сородичи, последовать обычаю пращура нашего Эллея Ботура с приходом летних... Когда папа слетал первый раз в полет, я так порадовалась, что он приехал. Все время грустила, что папы нет дома, бежалась. Потом начинала разговаривать, как танцы. Папа спрашивал, у нас еще английский дополнительный есть, он интересуется английским, учебой. Очень горжусь, что он в космосе. Ему ордена дают, прям награждают. Это же твой герой? Да, герой. Твоя самая заветная мечта? Пока еще не знаю, может быть, инженером буду, как мама сначала, потом уже подумаю, стать или нет. Olum kottun ucurdaqın, ehekeytten türüttaqın, eygin ulu uus gün onna ıyvotugar uhargıda, alastığının alkıybıda, iňerbite, saňa törür sarıallar örgöýte hıryaların, arıma hallan, anıhyar toyugun.
все космонавты невесомостью наслаждаются и играются. Это как игрушка для взрослых. Потому что можешь развернуться как угодно, повернуться, полететь, пролететь, заглянуть куда угодно. А спим мы в специально отведенных местах для этого, в каютах. Там очень хороший расход воздуха, потому что нам очень важно, когда мы спим, чтобы вентиляция работала хорошо. Поэтому такая вентиляция хорошая в каютах. И мы просто спальный мешок крепим к специальным точкам в каюте. Вот, и спим в направлении ноги к полу, голова к потолку. Но это все условно. Можно мешок как угодно расположить, потому что там спать какая разница. Там нет верха, низа, это все условности. Конечно, есть у нас слева, право, вверх, низ, но это условности. Просто для удобства работы. Ну, подушки нет, одеяла нет. А вот дело в том, что есть космонавты, которым очень себя хорошо чувствуют, когда голова у них ощущает опору. Поэтому у нас есть специальные средства, притяг для головы. То есть можно создать такое ощущение, что у тебя голова на подушке. Другие космонавты используют специальные накладки на глаза. Вот, третьи опускают, в этом мешка есть такое защитное покрытие, шторка такая вот, как тюль. Вот. Поэтому все по-разному. Да? Можно стоя, наверное, спать даже, нет? Так мы стоя и спим практически. Да? Да. Интересно. Поэтому, ну а там как, замок расстегнул, мешок влетел, застегнулся и все там, и глаза закрыл и уснул, потому что рабочий день напряженный. А там еще больше интенсивность. Я в день трачу на физкультуру 2 часа. То есть в невесомости, да. Во время своего полета физкультура разбита на 2 части. Это с утра обязательно час, как правило, я на беговой дорожке. И после обеда час, как правило, велосипед и велоэрговитр. Это обязательно. Медики за этим строго следят, чтобы у нас не было там гиподинамии, чтобы не было никаких там неприятностей при возвращении на землю. А беговая дорожка, это значит как? А беговая дорожка это... Плавный бег, да, или что? Дело в том, что, например, мы бегаем используя холостой ход режим. То есть беговая дорожка, она через специальные виброзащитные устройства прикреплена к корпусу, чтобы когда мы бегали, наши удары от ног не передавались на корпус. Вот. А дальше мы разгоняем беговую дорожку от 7 до 9 км в час. Это на Земле достаточно сложно сделать, а мы это делаем в космосе. Для того, чтобы бегать на этой дорожке, у нас есть специальная система притяга. То есть мы надеваем сбрую и пристегиваемся к беговой дорожке. И не просто пристегиваемся, а создаем нагрузку на наш скелет, наш опорно-двигательный аппарат. И вот, например, медики уже к концу экспедиции дают нам рекомендации создавать нагрузку в 60% своего тела. То есть это практически ты бежишь с нагрузкой в 55 килограмм. Bir jabıtı katan temeriye, suyakta bem sügürüyen, harcıkta bem kankıyan, al otu mescitin, arılağıl acından ayak tuttan boğuluktun. Al otu mescite, yer, ket, ışık Allah'ı. Al otu mescite, üzdürün ayılarım, yerin, kötün, Neçekene evene eve kotumut Una kete ögar turar Evenem turu tas kayalara Doğum, doğum Всем желаем счастья, здоровья, вот. Успехов в учебе. Главное, сейчас учеба хорошо. Ага. Очень интересная энергия идет от тебя. Ага. Желаем счастья, здоровья, чистой любви, что ваши родные и близкие были здоровыми и счастливыми. Главное, здоровье, что ваши родные и близкие были здоровыми и счастливыми. Спасибо. Доча, красавица, мы желаем вам счастья, здоровья, успехов в учебе. В каком классе учишься? Зимой перехожу. Да? Ой, у меня внук в 7 классе учит, вот это маленькая. Ага. Молодец. А ну как учеба? Нормально? Хорошо. Еще будет отличница будет. Или уже отличница? Ну хорошо. Да? Ага.
Отлично все будешь. Будете сразу? Что? Если она хорошечка будет, сразу мне звоните. Отлично. Желаем счастья, здоровья, чистой любви, чтобы ваши родные и близкие здоровья, счастливыми. Только чуть-чуть, может быть, моросит и сейчас становится. Как долго все простоит, да? Ты же не столбы, вот, вы же не знаете. Сколько лет простоит? Ветер, вода, да? Пороги. Выход в космос – это дорогое удовольствие. И поэтому в силу моей ответственности я больше переживаю за то, чтобы работу выполнить. Все, что мне предназначается, мне эту работу сделать. Потому что это очень непросто, это сложно, это физически сложно. Вот, поэтому я больше думаю об этом, чтобы потом выполнить те поставленные задачи, которые были намечены. Ну а так, по эмоциям, это, наверное, одно из самых ярких впечатлений во время полета. Потому что ты видишь Землю, твой вид не ограничивается полем зрения иллюминатора, поэтому ты можешь всю Землю в целом охватить. Потом я очень люблю, знаете, немножко вот себя так вот поднапрячь в том плане, что когда мы устаем, врачи же оценивают нашу кардиограмму и дают нам 5-10 минут для того, чтобы пульс пришел в норму. Я всегда проверяю свои карабины, что я надежно пристыкован к станции. А дальше я отталкиваюсь и разворачиваюсь в противоположную сторону. И я взглядом не вижу ни Землю, ни элементов конструкции станции. И создается полное ощущение, что я оторван, лечу вглубь этого черной бездны, черного космоса. Такой холодок по спине. Я начинаю разворачиваться, смотреть, действительно я или пристыкован, но чувство такое, конечно. Я все время это делаю вновь и вновь во время перерыва. Это прям как на наркотик. Не знаю. Вот ощущение вот такого полета сквозь звезды, ну как-то так. Но мне это очень нравится ощущение. Кыталык кыл бараксан, кылба маңан тағаланан, ұғы-ғығар ұтық кырдал бұтын, ырастан, арчылан, эреллер. По поверью народа Саха, кто однажды увидит танцующих священных птиц, стерхов, посланных верхними божествами Аи, тот будет счастлив на всю жизнь. С литыми серебряными перьями, с пухом из самородного золота, с серебристым брюшком, с медной примесью серебристой спиной, со звонким звучным голосом, с песней словно скрипка, с горделивой стройной осанкой, священные птицы-стерхи прилетели в наши края и возвестили радость и удачу на нашем священном Гюгельде.
Когда я первый раз в жизни выход делал, и мы тогда вот впервые за последние, там, наверное, 26 лет, что ли, полетели двое не летавших. Обычно экипаж формируется летавший, не летавший. А вот мы с Волковым в 2008 полетели, он не летал, и я не летал. И у нас тогда были проблемы с нашим кораблем «Союзом». Мы впервые за всю историю «Союза» вышли. Первый наш в жизни выход был в открытый космос, и нужно было ремонтировать «Союз». И специалисты на Земле очень переживали, как мы себя поведем. И поэтому они так циклограмму сделали, чтобы мы выходили ночью, чтобы мы не видели Землю и не ощущали этой высоты, потому что все не знали, как мы себя поведем. Вот. Но так как там в силу разных причин циклограмма поплыла с самого начала, и мы уже выходили на свету. И мне руководитель полета Владимир Алексеевич Соловьев сказал: Олег, когда люк будешь открывать, ты старайся вниз не смотреть. И вот вы не поверите, первое, что я сделал, когда открыл люк, я сразу посмотрел на Землю. Такая красота была. Я когда вышел, говорю: Сергей, посмотри вниз. Сергей тоже вышел, высунулся по пояс. Какая красота, ух ты. Жону сәргені күтары сәрге қансам, Орыда ұлық бітігер, Орыда мәземнің тонастық бәйім, Таңқыдам болуам. Sürdüm, sürdüm, boğum, tanıştım, tanıdım, boğum. Uludaydı tuğar, Oygolaktı galaranlar, Ulüyelenler ziyemin ağlatını yer, Argın yaktan ağlarımını Attastağım boğum. Ketip kistelak Kerdaydu tuğar, Kırçattarı kekkeletenler, Keskillekte vararımız yemnin amalı da. Когда я летал первый раз, то экипаж станции был из 3 человек, поэтому мы работали везде. То есть я делал и американские эксперименты, работал на американском сегменте. Сейчас на станции работает экипаж из 6 человек. Поэтому, конечно, у нас каждый из космонавтов выполняет свою национальную программу. Не подставив друг другу плечо, там, наверное, мало чего. Совершенно верно. Поэтому там, конечно, вы знаете, земные такие, скажем, неправильные ценности, как материальная мотивация, там не имеет никакого смысла. То есть там на первый план выходит не какую квартиру ты имеешь, не на какой машине ты ездишь, а там на первый план выходят твои знания, твои руки, твоя голова. То есть там на станции живут так, как надо жить. То есть что человек умеет, что он из себя представляет, это и ценится. Афанасий Иннокентьевич Николаевтан олонқо үйігін сердек туымын толырарғыр. Төбіреннен олырар төлбе-төлге бар жоно көрді үйігін.
первый взгляд отличия от шаттла? Ну, я на шаттле готовился полететь первую экспедицию, но, к сожалению, в 2003 году Колумбия при возвращении на Землю погибла, поэтому полеты были приостановлены, и в результате я все время летал на Союзе. Но много и часто, конечно, мы разговаривали с американскими астронавтами. При выводе на орбиту используются твердотопливные ускорители, поэтому вибрация там достаточно большая при старте. И очень много можно посмотреть на YouTube роликов, когда действительно астронавты сидят, и они как и по плохой дороге. И вибрация головы и всего остального. Поэтому сами американцы говорят, что стартовать достаточно некомфортно, хотя перегрузки не очень большие, но они резко возрастают. На Союзе американцы говорят, стартуешь, как будто ты едешь на Мерседесе. Очень плавно, очень спокойно. Действительно, во время старта перегрузки растут плавно, не критично. Все это очень аккуратно, я бы сказал так, медленно. Хорошо. Но при спуске, например, перегрузка на Союзе больше. Потому что шаттл — это практически самолет, аэродинамическое качество у него хорошее. И при возвращении на Землю у них больше 1,5 G перегрузки не бывает. У нас перегрузка до 4 G, но она тоже не критичная. Такую перегрузку все астронавты, спокойные космонавты переносят. Вот. И причем наш аппарат «Союз» так хитроумно сделан, что когда мы летим в атмосфере уже, то у нас есть возможность управлять спусковым аппаратом по крену, тем самым мы создаем тоже подъемную силу. И поэтому, несмотря на то, что у нас нет крыльев, мы достаточно точно приходим в ту точку, где нас ждут. В невесомость входить гораздо проще. То есть я как-то вот как рыба в воду в невесомость. Вот обратно мне тяжело, что организм восстанавливается, внутренние параметры. Вот, достаточно долго. А внешне, через 2-3 дня уже космонавты. И не скажешь, что он в космосе был. Ақтар айыр, өбігі сағаттан еңерелмет манылақ мас еттер. Ары аулар алқысқа, мағам тарар мас ұстара. Әгіні қатын мас бастымыттан, чошуян тұқсаран, темір тәғір чергел, көміс тәғір күнді. Kere oluk put kere terin tek keleten kes bitlere. Keler üyeler keda, kerek sene duruğa. Ноутбук. Ну, сейчас вы пишете так, а вот советские космонавты как писали? Конечно, чтобы там писать ручкой в любом положении, ручка специально, там просто запаянный стержень, и внутри него постоянное давление, поэтому ручка такая есть, и можно писать в невесомости без проблем. Но ручка американского производства. На бумагу прямо? Да, на бумагу. А мы, русские, пишем карандашом, используем еще фломастер. Перед входом в атмосферу корабль делится на 3 части. Бытовой отсек и приборно-агрегатный. Они отделяются и сгорают в атмосфере, а я в этой капсуле возвращаюсь.
И вот это вот парашютные контейнеры. 2 парашюта, основной и запасной. А находимся мы всегда в ложементах. Ложементы сделаны по нам. Вот этот ложемент делает звезда. Вот. Всегда ложемент делается под конкретного человека, чтобы легче переносить перегрузки, не было никаких травм при посадке. А я в спускаемом аппарате вот через плотные слои прохожу, горю. Вот. Ну, остаюсь целым. И уже когда на высоте порядка там 20 километров начинается раскрываться парашютная система 20-16. Уже на 12 километров она окончательно раскрывается, и я под парашютами лечу спокойно до земли. Страшно же, да? Да как ты об этом не думаешь, ты работаешь. Тут же очень такой интенсивный, напряженный труд. Нужно за всем следить, нужно все в голове держать, все цифры следить за большим количеством параметров. Поэтому как бы, ну, конечно, спуск самый эмоциональный. Возврат на землю, потому что, например, под парашютами от меня вообще ничего не зависит. Я парашютную систему не ввожу, у меня нет никаких команд, ничего. Она может либо выйти, либо не выйти. Но, слава богу, выходит и все остальное. Поэтому, конечно, по эмоциям. Потом приземление, конечно, бывает несколько жестковато. Но мне вот все время везло, и я 3 раза достаточно хорошо приземлялся, не испытывая там больших переударных нагрузок. Я считаю, что комфортно было. А старт? На ракете стартуешь, конечно. Тоже эмоционально, что все-таки ракета, веришь в то, что она тебя выведет на опорную орбиту, выведет без проблем, без всего. Вот у меня в 3-м полете, видите, ракета отработала штатно, панель не раскрылась, солнечной батареи. Я без одной панели летел к станции. Поэтому бывает нештатная ситуация. У Аюрского есть слова по-якутски «Уста ургет улуку яростка», во Вселенной, которая плывет и бурлит. Земля, с моей точки зрения, производит впечатление очень молодого небесного тела. Если мы полетим когда-то к планетам Солнечной системы, то вида Земли нам будет очень не хватать. Потому что на Землю насмотреться невозможно. Ты видишь абсолютно все времена года. Если в Европе лето, то в Австралии зима. Пролетая в течение дня над землей, где такое еще увидишь? Там достаточно шумно, около 60 децибел. Вопрос из детства про бесконечность. Ну, Вселенная, она должна заканчиваться? Я вот так вот все время у папы спрашиваю. А как вы думаете? Хороший вопрос. Может быть, это исходит из того, что когда-то и человеческая жизнь заканчивается, поэтому нам всем кажется, что и Вселенная должна закончиться. Но, наверное, к Вселенной человеческие критерии неприменимы. Это действительно что-то выше нас. Поэтому, я думаю, она не заканчивается. Я думаю, это делается все ради чего? Ради того, чтобы в конечном итоге, наверное, стать поистине космической цивилизацией. То есть рано или поздно, наверное, мы полетим к другим планетам. Но я думаю, что человек конкретно все-таки привязан к Земле. Мы привязаны к воздуху, к зелени, к речкам, к ветру. Поэтому если мы улетим куда-нибудь, то нужно найти вот однозначно такую планету. Потому что на другой мы, наверное, не сможем жить. Но исследовать нужно идти вперед, потому что все-таки космонавтика – это локомотив, это то, что тянет за собой все, начиная от техники, заканчивая философией. Поэтому это локомотив будущего.
Вы думаете, есть другие цивилизации? Конечно, однозначно. Если есть миллиарды галактик, в которых есть миллиарды звезд, эти звезды являются, наверное, центрами каких-то систем, поэтому я думаю, что однозначно есть.